Добрый день, уважаемые подписчики. Компания Прогресс Авто рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас в обзоре японский полноприводный трактор марки Mitsubishi, модель D1620FD. Трактор будет продаваться в комплекте с фронтальной установкой. Какого-либо другого навесного оборудования для обработки почвы в комплекте нет, но тем не менее это не делает его менее интересным. Давайте перейдем к обзору. Трактор агрегатирован двухцилиндровым дизельным двигателем, как вы уже заметили, и фронтальной установкой, как я успел проговорить. Рабочая ширина ковша 1,40 м, кубатуру не считали. Грузоподъемность порядка 250 кг. Задняя навеска у нас двухточечная. На будущее навеска, грубо говоря, с потенциалом. То есть, во-первых, мы без труда вам найдем и почвенную фрезу на 2 точки, если будет в этом какая-то необходимость. Но точно так же мы можем вам продать и комплект трехточного навесного устройства и переделать эту двухточку на трехточку стандартную, да, чтобы можно было и вешать еще какое-нибудь другое навесное оборудование, которое вам пригодится. Резина. Резина, к сожалению, на тракторе уже с трещинами. Несмотря на то, что остаток достаточно хорош, но, видимо, трактор долго стоял в Японии, никто не пользовался, стоял, видимо, на открытом солнце, и резина посохлась. Заднее колесо, размер у нас 8,3/22, но также видим, что рекомендовано. Можно и обойтись и 8/22, тут на ваше усмотрение. Передняя резина то же самое, то есть присутствуют следы рассыхания, трещины, несмотря на то, что остаток еще достойный. Размер 6/14. Колея у нас по задним колесам. Это для тех, кто еще будет задумываться о том, чтобы работать им и на земле. 90 сантиметров. Клиренс 32 сантиметра на тракторе. Ну и давайте к оснащению. Наработка на тракторе 1786 моточасов. Рулевое колесо видим. Ручка ручного газа у нас располагается непривычно немного слева, не справа. Здесь у нас основная коробка передач на движение. Прошу прощения, вот она справа, 3 вперед, 1 назад. И 4 скорости вала отбора мощности. Здесь у нас включение и отключение полного привода, повышенная, средняя и пониженные передачи. Справа от сиденья ручка подъема опускания навесного устройства. Здесь у нас располагается распределитель. Видим, исполнение у нас не видит джойстика. То есть подняли, опустили, ковш вывалили или забрали на себя. Это мы, грубо говоря, перекрываем гидравлику и отключаем, то есть блокируем работу на фронтальной установке. Педаль газа, спаренные тормоза, педаль блокировки заднего дифференциала или на старт, как он будет угодно. Трактор очень прост, цена соответствующая, поэтому кому будет интересен такой вариант, звоните, пишите, все ссылки будут в описании. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч!